Мы приветствуем всех гостей и участников зонального первенства города Махачкалы по вольной борьбе среди младших юношей в памяти мастера спорта международного класса, пятикратного чемпиона турнира Алиева, кандидата педагогических наук Магомедова Хасрата Шамсула Кудаевича. Хасрат Шамсула Кудаевич был не только отличным спортсменом, дисциплинированным, талантливым, упорным. Он также являлся ведущим специалистом Дагестана в области спортивной медицины. Его всегда отличали скромность, высокие моральные качества, и он пользовался большим авторитетом не только на борцовском ковре, но и за его пределами. Дорогие друзья, в честь открытия турнира звучит государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Дагестан. Уважаемые друзья, участники нашего первенства, разрешите от имени Федерации спортивной борьбы, администрации города, следующий вас приветствовать на наших соревнованиях, пожелать вам здоровья, счастья, удачи, чтобы вы не болели. Я хочу еще приветствовать всех друзей Хасрата, которые сегодня здесь присутствуют в спортивном зале, и несколько слов о моем друге, родственнике, от великом дагестанском спортсмене Хасрата Шамсула Кудаевича Хасрата. Хасрат родился 12 июля 1949 года в маленьком горном селе Курук Чародинского района. В семье инвалида первой группы. В детстве, очень рано в детстве умерла мать. Интернат не воспитывали спорт, и мы все детские и городские мальчишки. Окончил с отличием Магарскую восьмилетнюю школу, поступает в Ульяновское медицинское училище, и где начал заниматься вольной борьбой. Хасрат и с отличием окончил Ульяновское медицинское училище и поступил в Дагестанский государственный медицинский институт, где и с отличием окончил, защитил кандидатскую диссертацию, где стал призером Советского Союза, где стал мастером спорта международного класса, где первый турнирный приз Мишутя выиграл и рекорд установил пятикратный чемпион международного турнира в памяти и честь своего тренера великого легендарного Алиева. Я, к сожалению, Хасрата самого была проблема с ногами, с операцией, с медицинской, здесь спортсмены. Из-за этого ему пришлось активный спорт оставить, медицину увлекся. Здесь очень много старых спортсменов, мы все обращались к нему. Он всегда с добротой, отзывчивостью, искренне относился. Он очень был любимым среди народов, среди спортсменов. Он был профессионал своего дела. Мы все любили, уважали за честность, простоту, за скромность, за обаятельность. Это был эталон для наших, для молодых, для нас, для старшего поколения. Честно говоря, именно для меня не хватает Хасрата с ним советоваться, с ними консультироваться. Но я искренне благодарен всем, которые сегодня пришли здесь. Искренне благодарен ректору автодорожного университета, который помогал им в жизни и после жизни тоже профессору Гасану Магомедовичу. Искренне благодарен всем другим. Я хочу, чтобы молодое поколение помнило, знало, что был такой прекрасный, красивый, достойный. Уважаемые друзья, разрешите в первую очередь от Министерства спорта Республики Дагестан и от министра спорта начинать всех участников соревнований, тренеров, судей поприветствовать, пожелать удачи всем. Конечно, Махаммад все рассказал. На самом деле, Хасрат был наверное, и для всех, для нас, чародинцев, примером и показателем для молодого поколения. Всегда гордились им и гордимся. И, конечно же, для меня он был как родственник и как старший брат, и всегда помогал мне в моей спортивной карьере. И за что я ему очень сильно благодарен. Конечно, и Магомед Хан, и Арасил Валихан, и
Они были для меня всегда показателями моей жизни, всегда поддерживали, и успех мой очень много зависел от него. И я благодарен его семье, его близким, люди, которые пришли поддержать, друзей, от Министерства спорта огромная благодарность самому Магомеду Арцеву за организацию этого турнира. И хочу пожелать успеха. И отдельную благодарность хотелось бы выразить Магомеду Арцеву, благодаря которому мы и проводим это мероприятие в честь и память нашего выдающегося Басрата Магомедова. Ребятам хотелось бы пожелать всем удачи, успехов, чтобы они брали пример именно с таких выдающихся наших земляков. Вот здесь у нас олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, наш уважаемый Сажид Сажидов, главный тренер, чемпион мира по вольной борьбе. Я желаю именно, чтобы наши молодые ребята брали вот пример с таких достойных сыновей Дагестана. Спасибо. Дорогие участники соревнований, вольная борьба – это спорт для настоящих мужчин. В Автодорожном университете все специальности предназначены только для мужчин. Поэтому в этом вузе всегда гордятся, что у нас учатся борцы, боксеры, все виды единоборства в этом университете представлены. Я хочу этим всем молодым ребятам, чтобы здесь вы показали хорошую, красивую борьбу, чтобы вы подражали сегодняшнему нашему герою Магомеду Басрату. И я вам желаю, чтобы достойный, сильный среди вас победил. Сегодня мое торжество – это сделали вами, те, которые поименно я не буду говорить, но это все сделали вами, теми, которые учились с ним с подготовительного класса и даже в училище, в школе, училище и институте, которые работали вместе с ними. Я сегодня очень рад, что вы подняли его дух. И да здравствует в моем сердце, он будет всегда жив, живет и будет жить. Это вы делали мне и моим братьям, сестрам, односельчанам и другим. Еще раз благодарю вас за это. Желаю вам удачи на все подачи. И вам, и всем, кого вы любите, и нашего. Что вы можете сказать? Вот видите, судьба человека как складывается. Сегодня мы собрались, все родственники, друзья, товарищи, близкие, Хазратом здесь для проведения первого республиканского турнира его памяти. Хотелось бы, чтобы эти турниры были в честь него. Ну, так сложилось в жизни, что его с нами сегодня нету. Но при этом мы всегда будем чувствовать его как живого с нами рядом. Борются здесь младшие юноши. Очень интересные схватки были. Ребята стараются, борются, набирают опыт, набирают технику. Ну, это для ребят очередной старт, а для нас, для родственников, для друзей, для близких Хазрата, это еще одна возможность встретиться, посидеть, вспомнить о нем, поговорить, пообщаться. Да, на самом деле, более на душе, что среди нас сегодня не только Хазрата. Он был достойный сын дагестанцев, чародинцев, лицо аварского народа. Побольше таких ребят. Что я могу сказать? Процветали этому турниру. Я думаю, этот турнир проведем до уровня международного. Мы об этом говорили. Мы это хотим. Главное желание, а остальное мы все сделаем. Удачи вам! Сейчас идет республиканский турнир памяти нашего Хазрата Магомедова. Как выступают динамовцы?
Динамовцы выступают очень сегодня хорошо. 2 финалиста сегодня, один за призовое место будет бороться. 2 финалиста за первое место будет бороться. А вот ваш маленький, который Налибеков, он не выступает? Он не выступает, у него весовой категории не совпадает, у него нету 29 килограмм, нету весовой категории. Здесь начинается с 32 килограммов. Во всем всего Динамо сколько человек было? Динамо 5 человек сегодня борется, 2 финалисты, 1 за 3-е место борется. Удачи вам! Спасибо. Ну что, дорогие друзья, сегодня республиканский турнир по вольной борьбе в памяти великого нашего друга, удивительно красивого человека, выдающего борца Хасрата Магомедова, который являлся 5-кратный чемпион на приз Алиалиева. Хасрат сам по себе был легендой не только спорта, он был легендой как человек, как друг. Я никогда не видел, чтобы он после победы на ковре когда-то улыбался. Он был и на ковре красив, и после ковра был еще красивее. Он уважал своих противников, он любил их. Но он была удивительно гигантская фигура, богатырская фигура Хасрата. И его удивительная простота, проще не бывало человека, вот, вызывала особую любовь и восхищение Хасрату. И сегодня первый турнир в памяти Хасрата. Хасрат, он ушел из жизни, но он всегда остался рядом с нами. Он просто перестал быть рядом с нами, но он всегда останется в сердцах, в памяти не только родственников, близких. Утрата Хасрата это была утрата для всего спорта нашей республики. Я хотел бы, чтобы сегодня на этом ковре выиграли достойные. Я уже видел первые схватки, некоторые уже плакали, проигравшие. Я их подбодрил. Но чтобы выиграть, нужно и поплакать. Ничего страшного. Опыт набирается с возрастом. Я хочу этот турнир когда-то взял масштабы не только республиканского масштаба и международного масштаба. Хасрат был достоин этого. Спасибо всем тем, кто сегодня пришли вспомнить о Хасрате и провести этот турнир. Добрый путь, молодежь. Вперед, дерзайте. Сегодня пришел здесь навести республиканский турнир памяти Хасрата Магомедова. Выдающийся спортсмен и очень хороший врач, очень много помогал мне тоже в травмах. И пришел поддержать этот турнир. Хотел бы сказать о том мероприятии, которое сегодня проходит, это художественный колледж Махачкале, так сказать, детский чемпионат города. И мне приятно, что это совмещено, что памяти спортсменов,
деятеля. Поэтому и сегодня нам то, что мы здесь присутствуем, то, что видим, что этот человек и живет, этот человек очень много сделал для спорта, и сам борясь сам на ковре и после ковра. Все спортсмены, сборники, начиная от сборника и заканчивая тех ребят, которые первый раз пришли в зал, со своими маленькими болячками всегда все ходили держать Магомеда. Поэтому и сегодня мы должны были обязаны, что продолжать то дело, которое им было начато, и сегодня прийти на этот турнир, большая честь на нас и сборная Казахстана. Все ребята пришли поддержать, посмотреть на маленьких ребятишек, как они борются, и естественно, порой, когда они видят тех ребят, тех наших первых номеров, на кого они хотят быть равняться, на кого они хотят похожими быть. И, естественно, и вот здесь, в маленьком зале, может загореться та звездочка, которую мы через лет, там, можно сказать, 10 увидим, будут защищать честь страны на Олимпийских играх. Желаю удачи всем. Спасибо, хорошей борьбы. Всем болельщикам, естественно, хорошего праздника. Вам тоже удачи. Спасибо. Красный Магомед. Действия бригады. Руководитель Ахмедова, боковой. Магомедов, Султан, Динамо. За Динамо говорят, 2 человека в финале. Сейчас первый. Один тоже занял 3-е место. Динамо все они хорошо выступают. Где они не были. Отпустил. Сказал, что опять его может его наказать. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса, пятикратного чемпиона Алиевского турнира Хазрата Магомедова. Вот юноши борются, сыны Магомеда Султана. Динамо, красный, Абдухаликов, Ахмед, школа Магомедова. Так, красным Абдухаликов Ахмед, сыном Магомеда Султана. Султан Динамо, сыны красный Гамидов. Это уже 4. Это завершили. А вот видите, какой радостный Динамо. Срочную победу и звание чемпиона завоевал Магомедов Султан. Это первый чемпион. Давайте поздравим его. Первый чемпион.
первый чемпион нашего турнира. Весовая категория 35 килограмм. Вот Абдусаламов красный, Чупанов синий. Идет международный турнир памяти выдающего борца с Асратом Магомедовым. Вес 35 килограмм. Абдусаламов, Гамидова, Чупанов, школа Кара Магомедова. Техническую победу попал в этой финальной схватке одержал Магомед Хан, 35 килограмм, занял первое место. Вербадино Мусалав, Динамо, красный. И вот еще Амаров Амар, Спартак. Вес 38 килограмм. Вот так, смотри. Динамо, что делать? На разведку пошел сразу. Завтра 9. Утром. Активность. Так, замечание обоим. О, смотри, Мусалав нападает. Пока минута прошла 0-0. Дорогие друзья, идет республиканский турнир по юношам. Памяти выдающего нашего борца Асрата Магомедова. Сейчас должны кому-то замечание делать. Сейчас 5 минут. 5 минут. Так. Осталось 10 секунд. 1-0. Ведет Динамо. Все. Идем. Так, второй период встречи. Счет 1-0 ведет Динамо. Тренер Садрудин подсказывает. Тренер Динамо Садрудин. Залюбеков. Активность. Активность. Ну, как никаких активностей. Такого никто не проявляет. Уже вот уже 2 балла. Уже это, мне кажется, уже финиш.
Ну, что-то Борец ничего не Алиев, получается. 5 килограмм. Приглашается сюда. Алиев. Участник весовой категории 85 килограмм. Алиев. Пригласили нас к столику, подойдите, пожалуйста. Столику Сергей. Осталось, дорогие друзья, минута. Нет, 30 секунд. Урбан Алиев Хачимурат тоже пригласили. Вот, красному сейчас что должен решать. Ну что там остается? Ничего. Ушел очередной динамовец. Третье место занимал Рустам Расулов, школа Магомедова. Третье место занимал Хусейн Шади, школа Видина. Врачение производит заслуженный мастер спорта, главный тренер спорта Казахстана и России Сажид Сагидов. Второе место занимал Ахмед Магомедханов, школа Гамида Гамидова. И первое место занял Султан Магомедов, Динамо. Уважаемые зрители, сборная Казахстана во главе Динамо. Третье место Камалудин Амаров, Динамо. Награждение за заслуженный мастер спорта. Депутат Народного собрания Республики Казахстан. Президент Федерации кандидат педагогических наук Аразылов Магомед Сулейманов. А сборная команды Болтовой победитель награждается ценным призом. Третье место завоевал Магомедхан Магомедов, Спартак. Третье место завоевал Камал Касимов, школа Механова. Награждение производит депутат Народного собрания, мастер спорта, президент Федерации педагогической борьбы, депутат Народного собрания Казахстана Магомедов. Объявление Федерации спортивной борьбы Республики спортсменов по вольной борьбе награждается победитель ценным призом. Тренера великого легендарного Али Алиева. Я, к сожалению, Хасрата самого была проблема с ногами, с операцией, с медицинской, здесь спортсмены. Из-за этого ему пришлось активный спорт оставить, медицину увлекся. Здесь очень много старых спортсменов. Мы все обращались к нему. Он всегда с добротой, отзывчивостью, искренне относился. Он очень был любимым среди народов, среди
спорта Республики Дагестан и от министра спорта, член Федерации, участников соревнований, тренеров, судей поприветствовать. Пожелал удачи всем. Конечно, Махамхан все рассказал. На самом деле, Асрат был для меня и для всех, для нас, жаровицев, примером и показателем для молодой поколения. Всегда гордились им и гордимся. И, конечно, для меня он был как родственник и как старший брат, и всегда помогал мне с моей спортивной карьере. И за что я ему очень сильно благодарен. Конечно, и Магомедхан, и Арасил Магомедхан, и Азат Магомедов, они были для меня всегда показателями моей жизни, всегда поддерживали, и успех мой очень много зависел от него. И я благодарен его семье, его близким, люди, которые пришли поддержать, друзей, от Министерства спорта огромная благодарность самому Магомедхану Арасилу за организацию этого турнира. И хочу пожелать успеха. И отдельную благодарность хотелось бы выразить Магомедхану Арасилову, благодаря которому мы и проводим это мероприятие в честь и память нашего выдающегося Басрата Магомедова. Ребятам хотелось бы пожелать всем удачи, успехов, чтобы они брали пример именно с таких выдающихся наших земляков. Вот здесь у нас олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, наш уважаемый Сажид Сажидов, главный тренер, чемпион мира по вольной борьбе. Я желаю именно, чтобы наши молодые ребята брали вот пример с таких достойных сыновей Дагестана. Спасибо. Дорогие участники соревнований, вольная борьба – это спорт для настоящих мужчин. В автодорожном университете все специальности предназначены только для мужчин. Поэтому в этом вузе всегда гордятся, что у нас учатся борцы, боксеры, все виды единоборства в этом университете представлены. Я хочу этим всем молодым ребятам, чтобы здесь вы показали хорошую, красивую борьбу, чтобы вы подражали сегодняшнему нашему герою Магомеду Басрату. И я вам желаю, чтобы достойный, сильный среди вас победил. Сегодня мое торжество это сделали вами, те, которые поименно я не буду говорить, но это все сделали вами, теми, которые учились с ним с подготовительного класса и даже в училище, в школе, училище и институте, которые работали вместе с ними. Я сегодня очень рад, что вы подняли его дух. И да здравствует в моем сердце, он будет всегда жив, живет и будет жить. Это вы делали мне и моим братьям, сестрам, односельчанам и другим. Еще раз. Мы приветствуем всех гостей и участников зонального бизнеса города Махачкалы по вольной борьбе среди младших юношей в памяти мастера спорта международного класса, пятикратного чемпиона турнира Алиева, кандидата педагогических наук Магомедова Хасрата Шамсула Гудаевича. Хасрат Шамсула Гудаевич был не только отличным спортсменом, дисциплинированным, талантливым, упорным. Он также являлся ведущим специалистом Дагестана в области спортивной медицины. Его всегда отличали скромность, высокие моральные качества. И он пользовался большим авторитетом не только на борцовском ковре, но и за его пределами. Дорогие друзья, в честь открытия турнира
гимн Республики Дагестан. Уважаемые друзья, участники нашего первенства, разрешите от имени Федерации спортивной борьбы, администрации города от всей души вас приветствовать на наших соревнованиях, пожелать вам здоровья, счастья, удачи, чтобы вы не болели. Я хочу еще приветствовать всех друзей Хасрата, которые сегодня здесь присутствуют в спортивном зале, и несколько слов о моем друге, родственнике, от великом дагестанском спортсмене Хасрата Шамсу-Гудайча Хасрата. Хасрат родился 12 июля 1949 года в маленьком горном селе Курук Чародинского района. В семье инвалида первой группы. В детстве, очень рано в детстве умерла мать. Интернат не воспитывали спорт, и мы все детские и городские мальчишки. Окончил с отличием Магарскую 8-летнюю школу, поступает в Гунярское медицинское училище, и где начал заниматься вольной борьбой. Хасрат и с отличием окончил Гунярское медицинское училище и поступил в Дагестанский государственный медицинский институт, где и с отличием окончил, защитил кандидатскую диссертацию, где стал призером Советского Союза, где стал мастером спорта международного класса, где первый турнир на приз Медведя выиграл и рекорд установил, пятикратный чемпион международного турнира памяти, честь. Еще раз и еще раз благодарю вас за это. Желаю вам удачи на всех подачах. И вам, и всем, кого вы любите, и дальше. Что вы можете сказать? Вот видите, судьба человека как складывается. Сегодня мы собрались, все родственники, друзья, товарищи, близкие, Хасратом здесь для проведения первого республиканского турнира его памяти. Хотелось бы, чтобы эти турниры были в честь него. Ну, так сложилось в жизни, что его с нами сегодня нету, но при этом мы всегда будем чувствовать его как живого с нами рядом. Борются здесь младшие юноши, очень интересные схватки были, ребята стараются, борются, набирают опыт, набирают технику. Ну, это для ребят очередной старт, а для нас, для родственников, для друзей, для близких Хасрата это еще одна возможность встретиться, посидеть, вспомнить о нем, поговорить, пообщаться. Да, на самом деле, более на душе, что среди нас сегодня нету Хасрата. Он был достойный сын дагестанцев, чародинцев, лицо аварского народа. А побольше таких ребят. Что я могу сказать? Процветали этому турниру. Я думаю, этот турнир мы проведем до уровня международного. Мы об этом говорили, мы это хотим. Главное желание, а остальное мы все сделаем. Удачи вам! Сейчас идет республиканский турнир памяти нашего Хасрата Магомедова. Как выступают динамовцы? Динамовцы выступают очень сегодня хорошо. Два финалиста сегодня, один за призовое место будет бороться. Два финалиста за первое место будут бороться. А вот ваш маленький, который Налибеков, он не выступает? Он не выступает, у него весовой категории не совпадает, у него нету 29 килограмм, нету весовой категории. Здесь начинается с 32 килограммов. В общем, всего Динамо сколько человек было? Динамо 5 человек сегодня борется, двое финалисты, один за третье место борется. Удачи вам! Спасибо. Ну что, дорогие друзья, сегодня республиканский турнир по вольной борьбе в памяти великого нашего друга, удивительно красивого человека, выдающего борца Хасрата Магомедова, который являлся пятикратный чемпион на приз Алиалиева. Хасрат сам по себе был легендой не только спорта, он был легендой как человек, как друг. Я никогда не видел, чтобы он после победы на ковре когда-то улыбался. Он был и на ковре красив, и после ковра был еще красивее. Он уважал своих противников, он любил их.
Но он была удивительно гигантская фигура, богатырская фигура Хасрата. И его удивительная простота, проще не бывало человека, вот, вызывала особую любовь и восхищение к Хасрату. И сегодня первый турнир памяти Хасрата. Хасрат, он ушел из жизни, но он всегда остался рядом с нами. Он просто перестал быть рядом с нами, но он всегда останется в сердцах, в памяти не только родственников, близких. Уж утрата Хасрата это была утрата для всего спорта нашей республики. Я хотел бы, чтобы сегодня на этом ковре выиграли достойные. Я уже видел первые схватки, некоторые уже плакали, проигравшие. Я их подбодрил. Но чтобы выиграть, нужно и поплакать. Ничего страшного. Опыт набирается с возрастом. Я хочу этот турнир когда-то взял масштабы не только республиканского масштаба и международного масштаба. Хасрат был достоин этого. Спасибо всем тем, кто сегодня пришли вспомнить о Хасрате и провести этот турнир. Добрый путь, молодежь. Вперед, дерзайте. Сегодня пришел здесь навести республиканский турнир памяти Хасрату Магомедову. Выдающийся спортсмен и очень хороший врач, очень много помогал мне тоже в травмах. И пришел поддержать этот турнир.